2 400 000 квадратных метров жилья планируют сдать в Башкортостане в этом году. Об этом заявил глава республики Ради Хабиров на форуме «Уралстройиндустрия-2020», который проходит до 25 сентября в Уфе на ВДНХ. О планах строительного сектора, а также главных заявлениях форума поговорим прямо сейчас в программе интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня у нас в гостях Евгений Декатов, заместитель генерального директора Фонда развития жилищного строительства Башкортостана. Евгений Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы тоже успели посетить уже этот форум, мы тоже там были. Вот какие главные заявления вы могли бы отметить, которые прозвучали? Да, форум сегодня начал свою работу. Заявления первых лиц республики уже прозвучали. Действительно, Рафик Хабиров отметил, что строительная отрасль одна из немногих отраслей, которая показала рост в нашей республике. Причем этот рост, он зафиксирован в Башкортостане еще буквально в нескольких регионах на общем фоне спада. Более 7% к аналогичному периоду прошлого года рост жилищного строительства и строительства в целом в нашей республике. Это очень значимый успех и вклад строительной отрасли в общую ситуацию с экономикой в нашей республике. О чем это говорит? Это говорит, с одной стороны, это говорит, конечно, о тех усилиях, которые прикладываются на государственном уровне и на федеральном, и на республиканском в части поддержки строительного сектора, в том числе и прямая поддержка, в том числе и поддержка спроса населения через ипотечное кредитование. И, во-вторых, это говорит о новых вызовах. И вот эту тему продолжил уже премьер-министр республики Андрей Геннадьевич Назаров на пленарном заседании, сказав, что, конечно, результаты неплохие, но доля индивидуального жилищного строительства, которая по-прежнему составляет более половины, 58% к общему объему ввода, это, конечно, многовато. Нам нужно строить больше многоэтажных домов, больше промышленным способом, потому что республиканские власти могут влиять в первую очередь именно на этот сегмент жилищного строительства. И поставил задачу увеличивать до 70% и более до 80% эту долю в течение последующих лет. И это, конечно, тоже важная и серьезная задача, которую предстоит решить и руководству республики, и строительному комплексу в целом. Ну, одна из основных мер поддержки это было снижение ипотечных ставок до уровня 6-6,5%. Как картина выглядит в Башкортостане в этой части? Башкортостан очень хорошо работает по многим федеральным программам. Это и вот та программа новостроек, про которую вы только что сказали. Но, возможно, она закончится к 1 ноября. Федеральные власти пока не объявили о готовности продлить. Хороший всплеск, подъем активности, спроса показал именно этот продукт, потому что он предназначен абсолютно для всех категорий заемщиков. Есть и другие продукты, которые, конечно, не столь, так скажем, многочисленны по своему объему. Это, например, семейная ипотека для граждан, у которых несколько детей. Это, например, сельская ипотека, по которой тоже Башкортостан среди регионов лидеров по объемам выдачи. Но это в данном случае ограничение по объектам приобретения. Только сельская местность и ряд территорий к ней приравнены в рамках этой программы. И, конечно, на ситуацию со спросом республиканские власти тоже со своей стороны стараются влиять. Это достаточно тоже пользовавшаяся спросом мера поддержки 3% пункта субсидирования для ранее полученных кредитов, то есть чтобы поддержать вот такая антиковидная мера в самый сложный период поддержать наших заемщиков. И по программе жилстройсбережений также были приняты ряд мер, позволяющие гражданам остаться в этой программе, то есть не применение различных штрафных санкций, приводящих к исключению из программы. И сейчас новый пакет мер тоже разрабатывается. Мы будем анонсировать это вот в пятницу на специальном круглом столе, посвященном ипотечно-накопительным механизмам. Это дополнительное субсидирование 3% пунктов в течение года для тех участников жилстройсбережений, которые будут выходить из этой программы вот в ближайшее время. В этом году сколько ожидается выход участников программы на рынок? Да, надо сказать, что в целом в этом году порядка 1200 участников мы ожидаем по итогам года, получивших недорогие ипотечные кредиты под 6-7% годовых. Вы уже отметили, что поставлена задача перед строительным комплексом строить больше промышленным способом. Да? Какие еще основные проблемы выявлены, вот в том числе из-за пандемии коронавируса? Ну, вы знаете, естественно,
Пандемия в первую очередь показала, так скажем, что насколько под ударом может находиться как раз вот баланс спроса и предложения, когда население начинает быть неуверенным в своих доходах в будущем, да, то есть снижает свою активность в части приобретения жилья, а застройщики, соответственно, то есть вот спрос и предложение начинают влиять друг на друга, и здесь информационные вопросы, информации, вопросы, когда государство показывает четко, что сектор будет поддержан, и это было осуществлено, безусловно, что это дает рынку уверенность в том, что можно строить дальше, а гражданам, что можно и приобретать дальше. Да? Вот. Но здесь, вот, говоря про информацию, необходимо сказать и о цифровизации. Это важный момент, и пленарное заседание продолжил министр цифрового развития Башкортостана Геннадий Валентинович Разумикин, говорил о цифровизации отрасли, о стыке. Сейчас все экономики, если они не переходят на цифровые рельсы, то они становятся, так скажем, немножко отстающими. Да? И здесь строительная отрасль и отрасль ипотечного кредитования не менее, а может быть и в более значительной степени, чем многие другие, нуждается в оперативном, так скажем, оцифровке многих процессов, начиная от процессов сделок граждан, ипотечных сделок, да, которые могут проводиться теперь и онлайн, да, электронная регистрация приобретения, но, естественно, с соблюдением всех требований безопасности при идентификации человека, для исключения всех негативных и мошеннических последствий. И в целом, так скажем, цифровизация процессов строительства, вплоть до отслеживания всех этапов строительства, всех нормативных, соблюдения всех нормативных норм и правил. Тоже много говорил, большое внимание уделил Андрей Геннадьевич Назаров вопросам комплексного строительства, потому что нельзя просто построить дом и оставить людей, что называется, в чистом поле, без социальной инфраструктуры. Вопрос строительства детских садов, школ, медицинских учреждений, он тоже должен зашиваться в, так скажем, в проекты комплексного освоения территорий. А в реальные шаги каким это образом будет вкладываться? Что изменится для девелоперов? Девелоперы, и Андрей Назаров четкий сигнал подал, говорит: коллеги, посчитайте, сколько может в цене квадратного метра на успешной, так скажем, с коммерческой точки зрения площадке стать хорошая социальная инфраструктура. 5-7 тысяч на квадратный метр, 1000 рублей на квадратный метр. Это, говорит, те деньги, которые вполне проект может себе позволить, чтобы люди заезжали не в чистое поле и требовали от государства, муниципалитета, детский садик или медицинский какой-то пункт, да? А то, чтобы было предусмотрено сразу. То есть это переход как раз от проектов точной застройки к проектам комплексного освоения территории, о чем и глава республики говорил совсем недавно в связи с событиями, связанными, когда появляются дома не совсем в неожиданных местах, так скажем, да, в близости к другим жилым домам. Вы говорите сейчас про ситуацию на Руставели 5 в Уфе. Совершенно верно, да. И про нее тоже, она тоже сегодня упоминалась на пленарном заседании. В каком ключе? В том, что этого не надо допускать. В том, что именно комплексное освоение территорий, а также решение, мы тоже все с вами слышали, что в республике должен появиться главный архитектор, с тем, чтобы архитектурные решения комплексного развития территорий, они были спланированы, они отвечали бы просто иногда даже здравому смыслу, не говоря уже, естественно, о соблюдении всех норм и правил строительной отрасли. А какие функции должны быть у главного архитектора Башкортостана? Он же не может отвечать конкретно за каждый проект в каждом населенном пункте, грубо говоря, или как это выглядит? Вы знаете, должна быть стратегия, да, то есть должно быть стратегическое видение развития территории, и это, безусловно, в моем понимании, одна из будет основных функций той должности, которую планируют ввести. Как вы считаете, как скоро появится этот человек? Я не буду такие прогнозы давать. Это, наверное, Андрею Геннадьевичу надо пригласить ее в студию и спросить. И, Екатерина, да, я бы все-таки еще раз вернулся к вопросам цифровизации, потому что действительно это очень важно. И вообще на моей памяти впервые, когда министр цифрового развития в самом начале строительного мероприятия уже активное участие принимает, мы тоже
Наш фонд развития жилищного строительства совместно с Государственным комитетом по строительству и архитектуре работаем над созданием, так сказать, упаковыванием отдельных информационных систем, которые есть, с тем, чтобы создать комфортную экосистему для граждан, и не только для граждан, но и для застройщиков, и для других профессиональных участников рынка, например, кредитных или страховых организаций, по понятному, прозрачному предоставлению друг другу информации. И главное, безопасному. Безопасному, разумеется, чтобы гражданин мог, зайдя по принципу одного окна на портал, понять все безопасные предложения приобретения жилья со стороны застройщиков, все интересные инструменты со стороны банков и все вкусные предложения от федерального правительства по ипотечным программам, от программы Республики Башкортостан, жилсоцсбережения или программ субсидирования процентных ставок, чтобы все это было понятно, упаковано и в одном месте. Вот сейчас тоже мы над этим работаем. Ваши рекомендации, если коротко, для телезрителей башкирского спутникового телевидения, как правильно выбрать банк, чтобы оформить ипотеку? Вы знаете, рекламой банка, конечно, ни в коем случае нельзя заниматься. На что обращать внимание? Да. Нужно прежде всего обращать внимание на, так скажем, его дружелюбность по отношению к заемщику по оформлению кредита. Вот, может быть, неожиданно для вас сейчас это прозвучали мои слова про дружелюбность. Почему? Потому что, в принципе, человек, когда приходит заемщиком в банк, для него получить кредит, это не означает отдать свои деньги, это, наоборот, занять деньги у банка. Так вот, чтобы все-таки вот этот займ проходил наиболее комфортно, наиболее удобно, то есть обратите внимание, насколько ему будет потом комфортно погашать кредит, да, то есть можно ли это будет сделать онлайн, например, да, нужно ли будет приходить обязательно в банк. Какие дополнительные условия есть у банков в отношении к обслуживанию самого кредита. Да? Вот. В целом... А о чем говорит этот фактор? То, что банк современный и он уже работает по новым технологиям, это об этом говорит? Да, но мы тоже знаем, что сейчас банки трансформируются. Одни банки поглощаются цифровыми гигантами, другие банки теряют приставку банк и становятся сами такими цифровыми экосистемами. Безусловно, человек, который приобретает жилье, для него принципиально важно, чтобы в течение этого длительного периода взаимоотношений с банком у него было очень просто рассчитываться за кредит. Было очень просто после погашения кредита забрать, например, документы, потому что оформлена закладная, да, чтобы эти документы где-то не потерялись. Вот на эту историю взаимоотношений именно по сопровождению кредита и даже после его погашения стоит обратить внимание, наверное. А ставки сейчас очень конкурентны у всех банков, потому что есть федеральные программы по приобретению недвижимости. Ну и, кстати, про ставки. Герман Греф говорит, что следует ожидать снижения ипотечных ставок. Вы согласны с этим мнением? Что будет до конца года? Центральный банк занял выжидательную позицию. Ключевая ставка не была на последнем заседании Совета директоров снижена. И, в принципе, если инфляционные вот процессы не будут из-за внешних шоков, из-за внешних факторов, связанных с геополитикой, развиваться, я ожидаю, что ставка примерно на этом уровне, может быть, на четверть процентного пункта еще снизится до конца года. Да. Еще один короткий вопрос. Сейчас принято уже на долгую перспективу ставить планы. В Башкортостане это отметка до 2024 года. Что будет в отрасли важного вот в этот период? Как раз Андрей Назаров и говорил о том, что отрасли за этот период строительный нужно перестроить вот само соотношение между индивидуальным жилищным строительством, которое тоже очень важно, и промышленным многоэтажным жильем. Вот это самый главный вызов. Спасибо большое, Евгений Александрович. Я напомню, что сегодня гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был Евгений Дикатов, заместитель генерального директора Фонда развития жилищного строительства Башкортостана. Оставайтесь на БСТ.